Так, и что сейчас? Страничка. Так, уважаемые коллеги, начинаем работу вебинара. Вопросы, которые у вас будут возникать, можно записывать в чат, и мы по мере, так сказать, нашей работы будем отвечать на ваши вопросы. Если, предположим, в рамках вебинара на какие-то вопросы сиюминутно ответить не получится, значит, мы будем их фиксировать и отвечать уже непосредственно по электронной почте, согласно вашего, так сказать, ваших ссылок. Значит, хочу сказать предварительно, представиться, значит, зовут меня Андрей Генрихович Мальбуров, я являюсь заведующим Центром профессионального развития педагогических кадров и профессионального образования Института развития образования. Значит, у нас планируется проведение конкурса, вы все это прекрасно знаете, конкурс «Преподаватель года 2017». И говоря об этом конкурсе, так, презентация что-то не движется или со временем, хочу сказать, что ряд вопросов, которые задавались уже нам по телефону, в основном, в общем-то, касались, по сути дела, положения. Поэтому я хотел бы первые, так сказать, может, минут 10-15 потратить на то, чтобы обратить ваше внимание на презентации основные позиции по срокам и по условиям проведения данного конкурса. Значит, конкурс, республиканский конкурс преподавателей, проводится с целью раскрытия творческого потенциала и развития профессиональной активности преподавателей профессиональных образовательных организаций. Заявки и методические разработки, как вы видите на слайде, необходимо направлять до 18 ноября. И это, в общем-то, в положении указано и на соответствующую электронную почту. Значит, у нас проходит 3 тура. Вы видите, 2 и 3 тур будут проходить с 27 ноября по 1 декабря. То есть это туры очные, 2 и 3, а 1 тур, он, значит, проходит у нас заочно. Ну, далее основные цели я уже немножечко озвучил, они на презентации тут будут видны. Хочу также сказать, что после окончания вебинара все зарегистрированные коллеги получат ссылку на YouTube, где вот эта вся информация и наш вебинар будет записан, и можно будет его просмотреть. Еще раз повторю, цели раскрытия творческого потенциала и развития профессиональной активности преподавателей, расширение диапазона профессионального общения, консолидации профессионального педагогического сообщества для эффективной работы в современной образовательной среде. Значит, что касается заочного тура. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день поступило пока 3 заявки от образовательных учреждений среднего профессионального образования. Ну и тут, значит, некоторые такие моменты. Какого плана методические разработки, значит, принимаются согласно положению. То есть это разработки учебных занятий, методические рекомендации по воспитанию обучающихся ценностного отношения к профессии, разработка темы рабочей программы, разработка частной методики преподавания дисциплины, разработка общей методики преподавания дисциплины, разработка новых форм, методов или средств обучения и воспитания, а также методические разработки, которые связаны с изменениями материально-технических условий преподаваемой дисциплины, ну, в общем-то, тоже в какой-то мере связаны и с созданием определенных средств обучения. Видно, что слышно и видно хорошо. Спасибо. Значит, задавались вопросы, тоже звонили, говорили, какой же объем. Значит, объем методической разработки оговорен в приложении, в положении, извините, 15-25 страниц. И это, в общем-то, достаточно такое ограничение по страницам. И когда задавали вопрос, что, а если методическая разработка будет больше, ну, я полагаю, что тут вот какой момент. Часть материалов вашей методической разработки, они могут быть вынесены в приложении. И таким образом основной текст вашей методической разработки не будет больше 25 страниц текста. Вот. А приложения обычно в это не входят, и приложение, как правило, является определенным элементом иллюстраций, ну, так сказать, вот, обеспечивающих лучшее понимание, характер и направленность вашей методической разработки. Хочу сказать, какие критерии. Это тоже связано с положением, все в рамках положения. Оцениваться будет 4 основных показателя.
Причем тур проходит заочно, то есть экспертное жюри, члены экспертного жюри получат эти работы вот, буквально 18 числа мы соберем данные и уже 20 произведем рассылку, чтобы до начала уже основной части нашего конкурса члены жюри посмотрели и выставили уже баллы по вот этим методическим разработкам. Значит, какие критерии? Актуальность и значимость от 0 до 5 баллов, способы достижения поставленных целей, также содержание методической разработки от 0 до 7 баллов и качество оформления от 0 до 3 баллов. Значит, максимальное количество баллов вы видите на слайде, 20 баллов, которые может заработать конкурсант. Немножко видимость что-то, да? Не очень, да? Нормально, да? Хорошо. Ну и далее непосредственно уже по самому, так сказать, очному туру. Это визитная карточка «Профессиональный стандарт в образовательной деятельности». Значит, ну, открытие конкурса будет проводиться на базе Института развития образования. В общем-то, здесь будет организована аудитория, в которой и конкурсанты будут выступать. Выступление будет проводиться, естественно, по жеребьевке. Регламент до 10 минут на выступление. Что оценивается в данном, значит, туре? Это содержание представленного вашего материала, качество выступления и рефлексия. Ну, максимальное количество баллов, которое может заработать конкурсант в данном туре, это 15 баллов. Третий тур – практический, учебное занятие. Ну, наверное, самый такой, один из таких длительных, может быть, по времени. Что касается занятия, то урок продолжительностью до 45 минут, обратите внимание, включает 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри. То есть реальное количество времени, уделяемого на проведение самого занятия, 35 минут. Но могу сказать, что вопросы задавались, почему 35 минут. Ну, в общем, это так определено сегодня в положении. По итогам конкурса мы, естественно, будем проводить определенную, так сказать, рефлексию и смотреть, насколько, так сказать, оптимально это количество времени. Но сегодня в рамках уже утвержденного положения что-либо менять невозможно. Ну и могу сказать, что, например, на конкурсе, республиканском конкурсе «Учитель года» для преподавателей общеобразовательных школ также урок проводится до 40 минут, то есть тоже не 45 минут проводится. Критерии оценки, которые определены в данном туре, это личностные качества конкурсанта, ну, с точки зрения педагогической техники, содержание учебного материала, то есть предметное содержание того материала, который представлен в вашем занятии, деятельность конкурсанта, результативность занятия, то есть выход на те результаты, связанные с формируемых в общем профессиональных компетенциях, и педагогическая рефлексия, то есть это то, что, как, так сказать, педагог оценивает деятельность и те результаты, которые он достиг на своем учебном занятии. Ну, и если говорить об итогах конкурса, то максимальное количество баллов, как вы видите, это 60. Я хочу сказать, что за учебное занятие максимально 25 баллов получает конкурсант, максимально, значит, 60. Значит, победитель конкурса, согласно положению, направляется для участия во всероссийском этапе конкурса, ну, при условии его проведения. Из опыта, вот, я, честно говоря, давно уже не участвовал в качестве председателя. И могу сказать, что не могу сказать. То есть, если такой этап будет проходить, то, безусловно, победитель участвует. Но чаще всего, насколько я знаю, это проводится только для учителей именно общеобразовательных школ. То есть, такого этапа на моей практике не было. Далее, победители и призеры конкурса, то есть, это первые 3 места. То есть, победители и призеры награждаются дипломами и денежными призами. Далее. Кроме того, победитель конкурса определяется из числа конкурсантов, естественно, набравших наибольшее количество баллов. Ну и, в общем-то, вот такое в положении внесены такие моменты, что победители и лауреаты в течение 5 следующих лет не могут принимать участие в конкурсе. Ну, то есть в следующих конкурсах в течение 5 лет. Ну, вот могу сказать, что некоторые изменения такие произошли. Когда-то, помню, несколько лет 6-7 назад, я помню, что, например, мастера производственного обучения через год участвовали. То есть, видимо, в положении сейчас внесли определенные изменения, связанные с ограничением участия преподавателей. Так. Ну, вот у меня в целом все по
основным, так сказать, моментам. Теперь я готов ответить на вопросы более конкретно, потому что основная масса вопросов была именно по положению. Ну, были вопросы, да. Есть вопросы? И вот у нас просто тут находится тоже и вживую присутствующие. Если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить, да. У нас возникал такой вопрос. Если до 18 числа мы не можем точно сказать, что нам потребуется для урока, можно ли это потом скорректировать? Да, вопрос хороший. Значит, могу сказать, вот вопрос связан с тем, что а что, если, предположим, мы там не успеем до 18 числа четко определить вот эти вот, наверное, условия, технические условия, там, программно-методические условия, потому что некоторые задавали такие вопросы, что для проведения вот учебных занятий необходима даже определенная категория студентов по определенному, ну, так сказать, по определенной профессии. Значит, ну, могу сказать, что первое, к 20 числу, то есть к понедельнику, по итогам посланных заявок, мы должны уже сформировать, во-первых, направления, по которым будут проводиться учебные занятия. И, естественно, в отделе профобразования было сказано, что будет проведено совещание директоров, потому что нам нужно будет определить те учебные заведения среднего профессионального образования города Сыктывкара, в которых и будет проводиться вот эти учебные занятия. Поэтому, конечно, скажем так, 18 желательно, потому что вообще-то времени там остается очень немного, буквально неделя для того, чтобы организовать эти учебные занятия. Да. То есть, скажем, с направлением, а вот чисто, если к уроку что-то надо будет, то, что нет возможности. То есть вы имеете в виду, что, ну, говорят о том, что если, предположим, к самому уроку какие-то моменты. Ну, я думаю, что если это не такие принципиальные вещи, связанные с категорией обучающихся и так далее, я думаю, что это можно будет скорректировать по ходу. То есть я думаю, что тут такого страшного ничего нет. Да. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы в чат пишите, мы видим, задавайте вопросы, мы будем на них отвечать. Так, добрый день. Когда начинается второй и третий туры? Значит, еще раз хочу повторить, что визитная карточка у нас в понедельник, 27-го, а это второй тур, да, а третий тур, непосредственно проведение учебных занятий, планируется в 28, 29, 30 числа. То есть, по сути дела, для этого определено 3 дня. Это учитывается, это связано с тем, что количество конкурсантов, ну, максимально, я не могу сказать, сколько будет, если по количеству образовательных учреждений, но, как правило, такого количества не бывало. Даже если это будет 20 человек, то это, естественно, на 3 дня мы будем делить. И понятно, что в течение 3 дней это, в общем-то, довольно такая работа серьезная для жюри и для конкурсантов, поэтому это будет проходить, ну, по дням 28, 29, 30, то есть вторник, среда, четверг. Ну, естественно, по жеребьевке. Это все будет определено по жеребьевке, в какие дни. Пожалуйста, еще вопросы. Ну вот вопрос задает Печора, я вижу, да, они звонили мне. Значит, добрый день, специфика запланированного занятия. Да, в общем-то, ваши пожелания мы максимально постараемся удовлетворить. Я так полагаю, что у вас там, вы задавали вопрос о определенном программном обеспечении и по определенных количествах, значит, по определенным количествам студентов, именно не количество даже, а количество будем определять, конечно, группа это будет, а по тому, какая это профессия, то есть на какой профессии, так сказать, студенты какой профессии будут. Так, далее, можно ли присутствовать на открытых уроках преподавателям? Значит, ну, вообще-то в рамках конкурсных мероприятий такое присутствие возможно, вот, и, как правило, допускается присутствие на открытых вот этих мероприятиях преподавателей, учителей. Но, естественно, мы будем там смотреть, чтобы это тоже не мешало
так сказать, самой процедуре проведения. Все зависит от того, в каких, так сказать, условиях, аудиториях это будет проводиться. Значит, 27 ноября в какое время начало? Значит, сейчас пока, на сегодняшний момент, программа еще не утверждена, не сверстана. Это связано с тем, что мы пока даже не знаем, какое количество у нас будет участников. Вот на сегодняшний момент, хочу повторить, у нас всего 3 заявки официально. Поэтому, 4 уже, да? Понятно. Мне тут подсказывают мои помощники, что 4 уже заявки. И поэтому, естественно, все будет зависеть от того, какое количество участников будет. И, в общем-то, даже количество дней, кто в какое время будет проходить, это будет связано именно с этим. Поэтому сама программа, окончательная программа, будет сверстана к 20 числу, то есть к понедельнику. И будет она размещена на сайте Института развития образования. То есть мы там разместим информацию о том, что проводится конкурс, и программа будет сформирована. Также, если такая необходимость будет, можем выслать вам попозже. Но, в принципе, я думаю, достаточно увидеть это на сайте института. Так, возможно ли посещение уроками конкурсантов гостям? Ну, ответ такого же плана. Все зависит от того, что, значит, я думаю, что мы, может, проведем такую работу, связанную с желанием участвовать, то есть какое количество и насколько это возможно. То есть на данный момент с гостями тут сказать сложнее. Вот еще если участники, это, так сказать, возможно. С гостями там будет видно. Так. Да, то есть по ходу, да, потому что сейчас это сложно сказать, потому что если очень большое количество будет участников, но я могу сказать, что вообще запланировано, безусловно, как и в те года, это видеосъемка этих мероприятий, то есть открытых занятий. Я думаю, что определенный доступ к этим ресурсам мы тоже будем, так сказать, вам обеспечим этот доступ, потому что, в общем-то, проведение такого рода конкурсов и открытых мероприятий можно использовать педагогами в дальнейшем, ну, как методическое такое пособие, что ли. Поэтому эти материалы, все видео будут записаны. Так, добрый день. Должны ли быть взаимосвязаны методическая разработка и урок? Спасибо. Значит, я хочу сказать, что, в общем-то, в данной ситуации есть 2, конечно, решения. Хотя, как правило, методическая разработка и урок, как правило, они соотносятся. Хотя не всегда. Поэтому допускается, что методическая разработка будет связана с проведением, скажем, ну не с проведением, там, вы видите, там очень много видов этих разработок, и не всегда, согласно требованиям вот этого положения, данная методическая разработка может соответствовать именно теме занятия, которые вы будете проводить как конкурсное мероприятие в разделе «Учебное занятие». Вот задают вопрос, кто будет в жюри. Значит, предварительно согласование уже было проведено. Приказ уже, наверное, в стадии формирования, он должен быть. Но я уже могу сказать, что председателем конкурса буду я, Майворов Андрей Генрихович. В члены жюри, в состав жюри входит первый заместитель директора гуманитарно-педагогического колледжа Герасимова Марина Петровна. Значит, заместитель директора по учебной работе Сыктывкарского колледжа сервиса и связи да, Вера Павловна. Да. Дальше. Уваровская Ольга Валентиновна, доцент кафедры общей и специальной педагогики, кандидат педагогических наук Сыктывкарского государственного университета. И также в состав входит Рудой Илья Павлович, это у нас представитель Союза промышленников, то есть как представитель работодателей. То есть состав жюри это 5 человек. Пожалуйста, ждем еще ваши вопросы. Еще, может, из зала будут вопросы? Все понятно, да? Yes. Там запаздывание на сколько? 30 секунд? Да, видно.
Ну, в общем, я так понимаю, что пока вопросов нет. Так, ну, в принципе, если вопросов нет, ну, в ближайшие еще 10 минут я готов еще, так сказать, ну, посмотреть, если... Да. Так, вот вопрос такой. Мы хотим представить систему работы по междисциплинарному курсу. Такие ограничительные рамки, количество страниц, не позволяют показать полноценную работу педагога со студентами. Мы можем разбить на две части, но система не будет прослеживаться. Так, и в приложение ничего не выноси. Так, значит, мы хотим представить систему. Значит, по поводу междисциплинарного курса. Ну, в принципе, ну, сложно вот так сказать. Конечно, по характеру вашего курса будет понятно, но могу сказать, что для того, чтобы представить стратегию вашего курса, 25 страниц вполне будет достаточно, потому что главное, так сказать, чтобы вопросы междисциплинарной интеграции, скажем, просматривались именно стратегически. И поверьте, эксперты это увидят. Поэтому иногда необходимость, так сказать, большого количества, так сказать, страниц тут не определено. Ну, я, в общем-то, могу ошибаться, но считаю, что 25 страниц – это нормальное количество, это, так сказать, довольно объемная работа. Количество детей на учебное занятие будет одинаковых для всех. Вопрос такой задан. Значит, ну, я думаю, что количество определим мы, естественно, в рабочем порядке, но, как правило, это учебная группа. Ну, понятно, что в рамках там, так сказать, погрешности, там, 1, 2, там 3 человека, но будем комплектовать, конечно, группы, стараться одинаковые. Так. Количество студентов на занятии определенное или конкурсант может указать в заявке. Значит, давайте так, вот по количеству студентов, давайте вы укажите в заявке, я думаю, что это будет нормально. Как правило, кстати, на конкурсах иногда бывает, что какое-то количество, ну, обычно все-таки это учебная группа, давайте укажите в заявке, и мы это, так сказать, учтем. Ну что ж, коллеги, если вопросов нет, тогда я благодарю наших участников вебинара за участие. В общем, ждем от вас заявок. Просим, как говорится, чем быстрее, тем лучше, потому что вообще-то... Ага, вот задают вопрос, необходим ли самоанализ в письменном виде для собеседования после проведения занятий. Но это ваши как бы рабочие варианты. Как правило, самоанализ выступающий демонстрирует перед комиссией, и эксперты, в общем-то, слушают, задают вопросы, этого, в общем-то, достаточно. В письменном виде его сдавать непосредственно жюри не надо. Вот. Но я так полагаю, что вы все-таки при подготовке, естественно, этот самоанализ заранее подготовите. Это, так сказать, как правило, так и это, в общем-то, и делается. Поэтому нам сдавать это не нужно. Нам главное ваша позиция и ваше выступление. Потому что в рамках конкурса
время очень сжато, и если еще, так сказать, анализировать тексты, то есть это, конечно, лишнее время. Спасибо. Ага. Еще раз задают вопрос, можно ли отправить 2 части по 25 страниц, то есть это будут как бы с разными названиями методической разработки. Ну хорошо, отправляйте, я просто тут в данной ситуации как председатель на свой страх и риск, пожалуйста, высылайте 2 части по 25 страниц. Высылайте. Так, это у вас... Так. Ну, все, вроде пока вопросов нет. Спрашивают еще, будут ли вебинары после 18 числа конкретно по проведению времени учебным заведениям, на базе которых будут уроки. Значит, ну давайте, в принципе, если есть такая необходимость, мы, в общем-то, работаем для вас, и основная наша задача нашего центра, чтобы проведение данного мероприятия было максимально, так сказать, организовано, поэтому... Пожалуйста, если есть такая необходимость, я думаю, что мы тогда рассмотрим возможность проведения еще дополнительного вебинара, когда уже будут, скажем, сроки мы определим. Значит, у нас получается 20 числа, скорее всего, нет, потому что к 20 это понедельник. Ну, давайте мы это, может быть, сроки определим 22 или 23. Конспекты самих занятий. Ну, в принципе, урок вы проводите, вы конспект готовите, но еще раз говорю, что в данной ситуации жюри смотрит процессуальную сторону, оценивает там, технику вашу педагогическую и так далее, поэтому в данной ситуации конспект непосредственно это ваш рабочий материал, сдавать его жюри также не нужно. Ну что, 22 или 23 у нас получается среда или четверг? Ну, нормально будет. Четверг. Так, ну, в принципе, я так полагаю, что основные вопросы мы уже рассмотрели. И в завершении просто я хочу сказать, что вы высылаете заявку еще раз в методическую вашу разработку. Это, пожалуй, единственный текстовый материал, который просматривают члены жюри. Остальные материалы смотрят уже непосредственно в реальном режиме времени, визитная карточка, ваши уроки, проведенный ваш самоанализ и так далее. Вот еще задают вопрос, урок должен быть ориентирован на студентов нашего колледжа или урок необходимо скорректировать на студентов того, базе которого будет проводиться урок. Но вы понимаете, вопрос этот как бы такой очень, ну, как бы сказать, проблемного характера, потому что, в принципе, конечно, тема вашего занятия будут учитывать, конечно, специфику ваших студентов, а вот так взять и составить урок, то, скорее всего, корректировку придется определенную все равно делать. Из опыта я знаю, во всяком случае, определенную подготовительную работу для проведения этих уроков, как бы предварительную, то есть когда вы сможете там познакомиться с базой, мы это обязательно будем организовывать. То есть вы, естественно, конкурсанты, скажем, следующего дня, они будут встречаться, посмотрят предварительно, чтобы знали, где, на какой базе это будет проходить. Вот так я бы ответил на ваш вопрос, если, так сказать, он вас удовлетворит. Потому что сейчас еще непосредственно говорить о том, на какой базе это будет проходить, сложно, потому что все это будет определяться уже начиная с 20 числа. Поэтому, скорее всего, вы делаете некий шаблон, а потом, безусловно, определенную корректировку вам придется делать. Сразу подготовить урок под конкретных студентов, скорее всего, не получится.
Нет, вы высылаете методическую разработку и текстовые, наверное, вы, не может, не так поняли мой комментарий. Конечно, вы высылаете в электронном виде. Да, в электронном виде, и экспертам удобнее это смотреть, безусловно. Не надо в бумажном виде это высылать. Не нужно. Может быть, вы слишком буквально поняли мой термин. Текстовое. Текстовое в смысле в электронном виде, конечно же. Конечно же, в электронном виде. Так, ну, если вопросов больше нет, это не значит, что в рамках, так сказать, нашей деятельности вы не можете задавать вопросы по электронной почте или по телефонам. Это ни в коей мере эту деятельность мы не прекращаем. Вы всегда при желании можете позвонить. И давайте тогда мы договоримся, что где-то или 22 или 23, безусловно, заранее мы предупредим, мы проведем еще раз вебинар уже после того, когда будут определены, так сказать, перечни образовательных учреждений, участники и так далее, чтобы, так сказать, еще раз вы смогли подготовиться к проведению ваших учебных занятий. Всем спасибо. До свидания.